Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Перспективные проекты Башкортостана. Башкортостан всегда славился нефтехимом, учеными. Это же очень глубокий был научный кластер, как раз работ, связанных с химией. Чем стенд Башкортостана привлек премьер-министра страны? Расскажем об итогах крупнейшего промышленного форума России. Дальше мы сегодня дали старт началу строительства установки абсорбирующих полимеров. 25 миллионов на креатив. Из такой вот тонкой ткани прозрачной прострочить такие строчки – это великое мастерство. Очередной этап развития сферы творческого предпринимательства. Как любимые хобби становятся востребованными бизнес-проектами. Гостеприимство или благоустройство города или республики начинается с кухни. Ставка на повышение. Стоимость 1 киловатт-часа в каждом диапазоне своя. При этом стоимость существенно отличается между первым и вторым, между вторым и третьим практически вдвое. Тарифы за электроэнергию в 2025-м считаются по новой схеме. Что нужно сделать, чтобы не платить дороже? Детали в интервью недели с руководителем СКБ. Многодетные семьи пользуются первым диапазоном, то есть ценой первого диапазона вне зависимости от объема потребления. Событие, о котором говорили практически всю неделю, крупнейший промышленный форум страны. Иннопром-2025 в Екатеринбурге вновь представил немало новинок, в том числе и благодаря башкирским предприятиям. Там стало известно, что Минпромэнерго России окажет поддержку башкирскому проекту по производству перспективного двигателя для малой авиации. Такое поручение дал председатель правительства страны Михаил Мишустин после посещения стенда Башкортостана. Делегацию республики на выставке возглавил Ради Хабиров. Он провел ряд встреч, подписал соглашение о сотрудничестве с субъектами Поволжья, запустил новое производство. О перспективных проектах в репортаже Адзат Садреева. Михаил Ильич, привет. Добро пожаловать в Башкортостан. Председатель правительства России Михаил Мишустин – частый гость Башкортостана на Иннопроме. В прошлом году ему представили башкирские электромоторы для беспилотных авиационных систем. На этот раз уже готовую продукцию, счет которой идет на десятки тысяч единиц. Без новой презентации промышленного потенциала республики снова не обошлось. Мы производим газотурбинные двигатели. Поршневыми занимались в годы Великой Отечественной войны. Вот сегодня возвращаемся к этому. Современный поршневой двигатель М105 для малой авиации планируют выпускать на площадке ОДК ОМПО из отечественных комплектующих. Первые образцы уже проходят ресурсные испытания и должны заменить на российском рынке импортные аналоги. Председателю правительства идея понравилась, он поручил Минпромэнерго России оказать поддержку в ее реализации. Также на стенде Башкортостана Михаилу Мишустину презентовали проект первого в стране завода по производству суперабсорбирующих полимеров, старт которому Ради Хабиров дал в режиме телемоста. Башкортостан всегда славился нефтехимом, учеными. Это же очень глубокий был научный кластер, как раз работ, связанных с химией. Это очень здорово, что вы продолжаете дело, которым еще с советских времен я славился Башкортостан. Все гигиенические средства, детские, памперсы, они делаются из абсорбента, а мы абсорбент не производим. Представляете, то есть даже вот в этом мы зависим от наших уже западных партнеров. Поэтому вот мы дали старт. Большой проект, его долго готовили. Он вошел в перечень приоритетных Российской Федерации. Объем инвестиций на ГПНС 20 миллиардов рублей. Поэтому в 2028 году мы уже будем производить, и уже 60% всей потребности в Российской Федерации мы возьмем сами. Иннопром – это не только выставка достижений, но и площадка для деловых встреч и заключения новых соглашений о сотрудничестве. Одно из них Ради Хабиров подписал с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Регионы Поволжья становятся ближе и сообща будут решать задачи не только местного, но и федерального уровней. К сожалению,
сейчас больших, серьезных общих проектах, но это как раз и говорит о том, что все впереди. Есть общие задачи, стоящие перед страной. Нам нужно сделать станок металлообрабатывающий, полностью локализованный. Есть хорошие компетенции в наших предприятиях в Башкортостане. И мы вместе, я думаю, что можем двигаться по этому пути и вместе будем двигаться быстрее. Есть интерес в сфере сотрудничества лес, продовольствие, игрушки для детей и многое-многое другое. Работа с другими регионами для меня всегда имела смысл, когда я вижу там перспективы для сотрудничества. Поэтому вот сейчас мы с Кировской областью потихонечку нащупываем какие-то точки для сотрудничества. Вот. И мы договорились там обменяться бизнес-миссиями. А так, межрегиональное сотрудничество, пожалуйста, у нас Татарстан, пожалуйста, Екатеринбургская область, Самарская область, со всеми нашими крупными соседями мы работаем. И вот такие контакты, они, конечно, есть, и их надо расширять. Башкортостан несколько лет подряд удерживает лидирующие позиции в рейтинге регионов наиболее привлекательных для инвесторов, входит в топ-3. И последние 6 лет приток инвестиций в экономику стабильно растет. За это время их объем увеличился на 72%, при среднероссийском уровне порядка 40%. Об этом глава Башкортостана Ради Хабиров рассказал в интервью информационному агентству «Федерал Пресс». Контакты налаживаются не только с российскими регионами, но и странами ближнего и дальнего зарубежья. Развитая промышленность, мощное сельское хозяйство, серьезный научный и образовательный потенциал. Башкортостан стал не только субъектом страны с дружелюбным интерфейсом для бизнеса, но и регионом, где держит свое слово. Азат Садреев, Ильшат Казакулов. Итоги недели. Екатеринбург. К любому делу можно подходить творчески, особенно в сфере креативных индустрий. На ее поддержку выделят 25 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Башкортостана. Ради Хабиров провел встречу с представителями отрасли. Выездное совещание в этот раз посвятили теме общепита. Говорили и об общих проблемах. Я напомню, что вплотную тему поддержки креативных индустрий как важный сектор экономики актуализировал руководитель региона. Обо всем подробнее расскажет Наиля Нуреева. Что это будет? Что будет? Это будет и юбки, и сарафан. Там остальная часть еще есть. На создание новых образов вдохновляют люди, события и традиции. На этот раз костюмы по мотивам шерстяных домотканных ковров альшеевских мастеров. В 2025-м их внесли в реестр региональных брендов Роспатента. Именно этот уникальный орнамент появится в образах новой коллекции одежды. Из такой вот тонкой ткани прозрачной прострочить такие строчки – это великое мастерство. Каждый образ уникален и изготавливается в этноателье в одном экземпляре. Большую часть деталей создает вручную талантливая команда портных. Костюмы с национальным колоритом побывали далеко за рубежом, представляли участниц конкурсов красоты и украшали артистов кино и эстрады. У нас все мастера, и я сама, мы любим индивидуальность, именно индивидуальные заказы, именно в единственном экземпляре. Почему? Потому что каждый человек, он неповторим. Пока разговариваем с человеком, с клиентом, мы знаем, где он хочет носить, что за человек, какой характер. Это все полностью отражается в одежде. Это пальто из натуральной шерсти, полностью ручной работы, стилизованное башкирским орнаментом. Действительно, нити традиций, вплетенные в современность. Каждый стежок вручную выполнен портными ателье. К слову, они же 2 года назад изготовили башкирский илян для главы республики Радия Хабирова в качестве подарка от ремесленников Башкортостана. Именно Ради Хабиров задал тренд на поддержку в Башкортостане сферы творческого предпринимательства. Республика стала первым регионом, где учредили День креативных индустрий. Власти также заключили стратегические альянсы с федеральными организациями. А Уфа, первая в России, получила престижный статус всемирного ремесленного города. Даже к проведению совещания власти подошли, что называется, с креативом. Где еще обсудить вопросы развития сферы гастрономии, как не в ресторане? Глава региона пообщался с руководством предприятий общественного питания. Бизнесмены рассказали, что сейчас происходит в отрасли, и озвучили проблемы. Одна из наболевших, как и везде, нехватка кадров. Должен быть четкий союз между работодателем и учебным заведением, когда работодатель уже на этапе за 3-4 года до того, как
как он понимает, что ему нужны сотрудники, он просто сразу включается в процесс обучения. Решать проблемы нужно комплексно. Ради Хабиров рассказал, что в республике уже выделили средства на реализацию инициатив и предложений творческого сообщества. 25 миллионов рублей. Их можно использовать как для проведения мероприятий, так и на учебу. Мы посмотрели сейчас вот один вопрос, который их очень сильно волнует. Это летние веранды. Надо выработать быстрые, комфортные решения, чтобы они могли, быстро получать разрешение на веранды, чтобы без демонтажа каких-то сложных конструкций. Вот мы пока сейчас такое решение примем. Нужно задавать новые тренды. В этой сети кофеин, например, особым спросом пользуется напиток, названный в честь башкирской столицы. Его создали с нуля. А вот чтобы найти рецепт костыбы из меню курганских башкир, владельцу пришлось отправиться в экспедицию. Национальный колорит не только в меню, но и в интерьере. Мы ищем старые рецепты, которые носители ДНК башкирской земли, наши ненейки, смогли сохранить их, передать их нам, а мы осовременить, потому что технология приготовления еды, она, конечно же, поменялась. Креативная индустрия многогранны. Это мода, музыка, кино. Все, что связано с творчеством. Студентка Башкирского колледжа архитектуры в качестве проекта дипломной работы придумала дизайн сумок и напечатала их на 3D-принтере. Всех сумок у них сменные элементы есть. То есть здесь это ремешки. Проект назвала «Сэмсус», что с латыни переводится как «ощущение». Работа ведется в 3 этапа. Сначала моделирование дизайн-проекта, затем печать, а после постобработка. Чтобы изготовить одну сумку, необходимо от 4 дней до 3 недель. София планирует развивать бизнес-идею дальше. Окончание моего колледжа не является концом этого проекта. То есть я собираюсь дальше развиваться в этой теме, планирую также дорабатывать эту коллекцию, создавать, возможно, какие-то новые коллекции. То есть это не конец. На часе креативных индустрий много говорили о взаимодействии предпринимателей с колледжами, ведь именно там можно взрастить кадры для креативных отраслей. Как отметил глава республики, все последующие встречи будут посвящены другим направлениям этого сектора экономики. На очереди продюсеры музыкального и художественного контента и представители IT. Наиля Нуреева, Динара Таймасханова, Шамиль Каримов, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Семья, любовь и верность. По таким лозунгам на неделе прошел ежегодный фестиваль в Бирске. Мероприятие, посвященное красивому празднику, посетил глава Башкортостана со своей семьей. По традиции биряне и гости мероприятия собрались на Октябрьской площади города, завалив ее ромашками и хорошим настроением. Сюжет Динары Таймасхановой. Ярко, красочно, с этническим колоритом. Праздник начинается еще у ворот. День семьи, любви и верности – бренд города Бирска. На Октябрьской площади, главном месте проведения праздника любви, установлен памятник Петру и Февронии. Торжества начинаются со свадьбы у его подножия. Наступает момент, когда молодожены ждут вашего поздравления. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы вам дарим подарок. Каждый участок площади – мастерская по интересам. Здесь ремесленники, уличные художники и зона мастер-классов. Малыши пересели в танки и самолеты. Правда, картонный парад колясок – неотъемлемая часть семейного праздника. Мамы проявляют бурную фантазию, украшая детский транспорт. Анна Сеня растит 5 детей, сама родилась 8 июля. Праздник любви и верности – один из ее любимых. Как-то вот само по себе получилось ромашки, то есть опять символ День семьи, любви и верности, лебеди. Вот они же как-то вот так символизируют в моем понимании. Лебеди как символ семейной пары. Да, символ любви, верности. Памятник Петру и Февронии был открыт в прошлом году, 8 июля. Святые считаются покровителями семьи и верности. Они изображены стоя в лодке и нежно смотрящими друг на друга. Памятник стал популярным среди бирян и гостей праздника. А еще один символ праздника – это ромашки. Поэтому неудивительно, что у подножия этого символического памятника тоже стоят букеты с белыми цветами. Даже в праздничный день каждый житель республики помнит о бойцах, защищающих сейчас нашу родину. Была открыта интерактивная выставка «Вклад семьи в великую победу». Ради Хабиров пообщался с ветеранами специальной военной операции. Вернувшись домой, они начали новую страницу жизни. Я сейчас здесь в Бирске работаю, участвую в программе «Герой Башкортостана». Все, я с вами встречусь. А вы чем? Я волонтер
благодаря фонду Бирсихатика выиграли федеральный грант 1 июля. Еще республиканский грант выиграли. Еще одна праздничная традиция – чествовать семьи, которые являются примером для всех. Ради Хабиров вручил госнаграды самым достойным. Флюра Фатахова из Кушнаренковского района была удостоена ордена «Мать-героиня». Супругам они воспитали 10 детей. С мужем воспитывали. Они все были послушные, помогали нам. У нас было большое хозяйство. Все вместе помогали друг другу. Было весело. И сейчас весело. Сейчас она не скучает. У нее теперь внуков. 20 внуков, 1 правнук. На сцене сегодня и те, кто прожил в браке десятки лет, оставаясь верным супругом и добрым другом для партнера. 41 год вместе живем со студенческих времен. Уже в 1979 году мы познакомились, и потом в 1984 женились. Она у нас с Баймакского района, а я из Зеркелинского района. Поэтому живем и радуемся. На мой взгляд, секрет крепкой счастливой семьи – это, конечно же, любовь внутри семьи, уважение друг к другу и желание, чтобы все в семье были счастливы. День семьи, любви и верности начали отмечать в 90-е годы в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. Спустя годы он шагал по всей стране. В Бирске праздник, посвященный семье, проводится с 2019 года по инициативе главы Башкортостана. Такие события, праздники нужны. И городу спасибо, Берянам. Мы здесь потихонечку создаем такой гостеприимный образ города. Тут вот есть проблема, не очень удачно получился ремонт Ленина. Мы заставим переделать, вот мне так сегодня люди говорят. Вот, а так праздник чудесный. Праздник можно отметить не только на площади, но и дома, вместе с родными, напомнив, что они важны. Главное, что семья – это не только совместные радости, они делают пару счастливой, но и общие препятствия, которые укрепляют союз. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев, Ильдар Давлетов. Итоги недели. В июле в Башкортостане, как и по всей стране, повысились тарифы ЖКХ, в среднем на 16%. В целом все как обычно. Единственное, что вызвало вопросы у жителей – система начислений за электроэнергию. Рост на 12%, но есть нюансы. С этого года в Башкортостане работает шкала диапазонов. При превышении уровня потребленных киловатт сумма начинает считаться по-другому. Более подробно о том, как работает эта система, в интервью для итогов недели рассказал генеральный директор Башэлектросбыта Андрей Травкин. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Но прежде чем перейти непосредственно к теме повышения тарифов, расскажите про систему диапазонов, которая заработала относительно недавно. Как она работает, что из себя представляет? Да, действительно, в этом году Государственный комитет по тарифам Республики Башкортостан перешел к общероссийской методике обозначения дифференцированных диапазонов по тарифам для населения. Определилось 3 диапазона от 0 киловатт-часов до 3900 киловатт-часов, от 3901 киловатт-часа до 6000 и свыше 6000 киловатт-часов. Стоимость 1 киловатт-часа в каждом диапазоне своя. При этом, в отличие от предыдущих периодов регулирования, цена, то есть стоимость, существенно отличается между первым и вторым, между вторым и третьим практически вдвое. 3900 киловатт-часов, если говорить не специализированным языком, допустим, при электрическом отоплении, то есть отопление от электрокотла, это чуть-чуть едва мы вместимся в один расчетный период, то есть в 1 месяц. И то, если этот электрический котел будет экономным, то есть экономичным, погодозависимым и так далее. Если же он будет, предположим, рассчитан на мощность, которая превышает совокупный объем в киловатт-часах 3900, то мы выскочим за первый диапазон и будем оплачивать по тарифу второго диапазона. А в цифрах насколько тогда изменилась оплата с 1 июля? Стало 4 рубля 41 копейку для
домов, расположенных в городской местности и отапливаемых, оснащенных газоснабжением. Там, где пищеприготовление осуществляется от электрических плит, то применяется к этой величине, которую я назвал коэффициент 0,7. Есть ли какие-либо льготы для отдельных категорий граждан? Многодетные семьи пользуются первым диапазоном, то есть ценой первого диапазона вне зависимости от объема потребления. То есть, грубо говоря, для них фиксированный тариф 4,41 для городской местности. То есть только многодетных касается? Да, это касается только многодетных семей. Кроме этого, это не льгота, это элемент регулирования. То есть для домов индивидуального жилья или многоквартирного проживания, там, где используются электрокотлы, то по отношению к величине диапазона, то есть 3900, мы множим на коэффициент 1,8, тем самым расширяя первый, второй и третий диапазоны. А как многодетным ими воспользоваться? Они автоматически вступают в силу или нужно куда-то обращаться, писать заявление? Для многодетных применяется заявительный характер, то есть они должны разместить заявление с приложением соответствующих документов о том, что это многодетная семья, и воспользоваться личным кабинетом СКБ для того, чтобы пользоваться той льготой, о которой я сказал. Система оплаты по диапазонам уже работает где-то полгода. Вот за это время насколько изменились поступления за оплату электроэнергии? Да нет, по сути дела, статистика свидетельствует о том, что добросовестные плательщики, добросовестные граждане, которые своевременно в полном объеме оплачивают потребленную электроэнергию, они таковыми и остаются. А категория злостных неплательщиков не увеличилась от этого. Что ж, спасибо за интервью. Получается, самое главное вовремя платить, и тогда проблем уж точно никаких не будет. Совершенно верно. Платить и передавать показания. Ради Хабиров поздравил коллектив и подопечных Уфимского хосписа с годовщиной открытия. Центр работает уже на протяжении 2 лет. И редкий человек при первом посещении не удивится атмосфере, царящей в хосписе. Глава Башкортостана принял участие в пикнике на свежем воздухе, где пообщался с подопечными учреждения, сотрудниками, волонтерами и благотворителями. О тех, кому помогают и кто оказывает эту помощь, в материале Анастасии Чебаевой. Ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Кажется, что ее голос словно кокон окутывает крохотное тело ее 16-летнего сына. Пение мамы Тимур любит больше всего на свете. Успокаивает. У мальчика длинный список диагнозов, с которыми современная медицина, к сожалению, справиться не в силах. Гузалия с сыном 24/7. В любой момент у Тимура могут начаться судороги. Привык только ко мне. Он только мама для него. В хосписе они уже 4-й раз. И для Гузалии это возможность хоть на немного перевести дух, выкроить пару часов в день и для себя. В магазин сходить, в салон красоты, посетить театры. Как будто домой приехала. Уезжать даже неохота. И я горжусь, что такое смогли открыть. И за 2 года работы хосписа его сотрудники слышали сотни подобных речей. У входа гостей, приезжающих на день рождения центра, встречает Эльвир. Мужчине 52 года. Из-за диагноза мышечной дистрофии Дюшена его вес едва превышает 20 килограммов. Живет в небольшой деревне в Татышлинском районе с мамой, которой из-за возраста тоже уже сложно ухаживать за сыном. По пальцам можно пересчитать, сколько раз он выбирался из родного села. Теперь, благодаря хоспису, таких возможностей стало больше. Как маленькие путешествия, немножко переключения, отдых, лечение и все вместе. Во 2-ю годовщину со дня открытия хосписа поздравить коллектив и его подопечных приехал глава республики Ради Хабиров с супругой Кариной Хабировой, которая является председателем попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис». В центр приехали сразу из аэропорта. Карина Владимировна со мной, я взял ее первый раз в командировку с собой. Она и то напросилась, хотела посмотреть хоспис в Екатеринбурге. Там большой хоспис, построили ребят, очень хороший. Но круче нашего хосписа в России нет. Вы это должны знать.
Я хотел вас всех благодарить за ваш труд, за ваше служение, за ваши добрые сердца. Хоспис такая точка объединения, мне кажется, очень хороших людей. Подводя определенные итоги, мы говорим, что здесь мы будем создавать центр компетенции паллиативной помощи. И, конечно, задачи, которые перед нами ставит глава Республики Башкортостан, они очень амбициозны. Это создание ресурсного центра, это создание учебного центра, это создание контакт-центра для определенной категории пациентов. Во внутреннем дворе в честь праздника организовали пикник, и уже по традиции глава региона пообщался с подопечными хосписа, сотрудниками и волонтерами. Праздника. Праздник у нас. Спасибо. Праздника. Тихо, тихо, чего плачем? Все. Не будем плакать. Сегодня же праздник. Не будем плакать. Да? Со дня открытия хосписа прошло всего 2 года, а кажется, целая жизнь. Для кого-то он стал местом, где можно передохнуть, получить помощь, для других возможность завершить этот путь в достойных условиях. Благодарность на самом деле Богу за то, что Он дал нам эту возможность. Вот дал возможность всей нашей команде вообще и направил нас на этот путь. Я всем говорю, там и своим друзьям, и знакомым, я говорю, если вы там устали чуть-чуть от жизни и не чувствуете жизни, придите к нам в хоспис. Здесь концентрация жизни, она максимальная, потому что это последние дни жизни человека. Здесь должна быть концентрация жизни максимальная. В хосписе очень важно это уважение к человеку, и человек должен быть на первом месте и превыше всего этого. Это тот, для кого мы все это делаем. И во многом, конечно, эту атмосферу для подопечных создают его сотрудники и друзья, выслушав которых, понимаешь, здесь нет случайных людей. Кажется, каждого судьба привела за руку. Любая смерть это тяжело. Мы были рядом, мы не уходили. Мы держали руку, мы давали пить, мы протирали лицо. Понимаю, что я здесь больше нужна. Здесь больше моя помощь нужна подопечным, и больше я ее оказываю. Шире объем работы, которую я делаю, от которой я сама получаю удовлетворение. Горячего? Горячий. Беляши. Сейчас найдем. В коллективе хосписа друг к другу все относятся по-доброму, но Артура коллеги любят как-то по-особенному нежно и тепло. Он человек, который долго не мог найти себя в жизни. Наверное, потому что место, где он был так нужен, еще не существовало. Это именно то место, где я могу свои какие-то качества, которые есть, казалось бы, больше нигде не нужны, здесь проявить. То есть просто какое-то лишнее внимание, какая-то забота, одинаково тепло и принимающе ко всем относиться. Вере Ивановне первое время даже пришлось привыкать к этому. Она до сих пор скромничает и не решается лишний раз что-то попросить. В 2008 году сына Радика сбил автомобиль. Тяжелая черепно-мозговая травма. В хосписе занимаются его реабилитацией и помогают поправить здоровье и Вере Ивановне. Сходить в больницу самой времени нет. Приходят, спрашивают, чем помочь еще, что еще бы хотели. Молодцы, очень молодцы. Так и прет из меня. Все хорошее, Все хорошее, да. Разговаривать больше стал. Да. Общение главное. Ни один хоспис никогда не бывает похож на другой. Уфимский тоже уникален. Это первое в России здание, спроектированное специально под нужды паллиативного центра. Но даже не это делает его особенным. Главное – это люди, которые, объединившись, создали одно большое сердце, что бьется вот уже 2 года. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов. Итоги недели. Хоспис был построен за счет пожертвований. На благотворительные средства возводит и другой монументальный объект – мечеть Ар-Рахим. После возобновления стройки работы вовсю идут. В этом году будет реализовано сразу несколько этапов. На сегодня уже смонтировали несколько уровней кровли, готовятся к облицовке фасада. С планами ознакомился глава республики. Подробности в материале Руслана Батыргариева. Этот у нас 7-й раздел. Он полностью по всему периметру все закончен. Работы по всем 4 минаретам завершены. Их облицевали привезенным из Греции мрамором. Также строители смонтировали мозаику. Кровля тоже готова. Она будет эксплуатируемой и теплой, а значит, снег на ней не будет задерживаться. О ходе монтажных и отделочных работ на объекте рассказали главе Башкортостана. Сегодня мы ознакомились с кровлей мечети. Мы завершили укупорку кровли, постелили итоговый слой, керамогранит. Эта кровля будет эксплуатируемая, она теплая, на ней снег скапливается
демонтироваться не будет, он будет таять и уходить через ливневки вниз. Также мы приступили к фасадам нашей мечети. Сегодня мы показали 7-й раздел мечети с основания минаретов. Мы переходим на керамогранит. Главе республики показали варианты крупноформатного керамогранита, которым будет облицован основной фасад здания мечети Ар-Рахим. Также на объекте приступили к монтажу новых светопрозрачных конструкций. Прежние окна и стеклопакеты пришли в негодность. Необходимо их менять. До конца августа уже мы увидим, и жители увидят, что мы большими плитами начали обкладывать фасад, основной фасад. Мы здесь меняем все окна, к сожалению, окна сгнили большинство, поэтому здесь и это приходится делать. Здесь вообще очень много приходится делать вещей, которые нам внешне не видны, но которые подвернулись и коррозии, подвернулись взаимодействию воды, снега, холода. Но самое главное, мы возобновили стройку, и главная задача ее не останавливать. Поэтому останавливать не будем, доведем ее до конца, и хорошая будет мечеть. Соборную мечеть Ар-Рахим в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023-го глава региона провел совещание по вопросам возобновления работ. После этого специалисты провели комплексное обследование объекта, оценили его состояние, а в апреле 2024-го строительство возобновили. На этот год поставлены планы по окончанию фасада самой основной мечети. Мы по этому вопросу идем, работаем. Ради Фаридович приезжает, смотрит ход строительства, мы показываем. Мы идем пока в графике. После завершения облицовки фасада строители приступят к благоустройству вокруг здания. Радио Хабирова показали, какими материалами предстоит выложить лестницы, ведущие к мечети. Задача на ближайшую перспективу до конца года завершить облицовку фасада основного здания мечети и закрыть витражами все проемы. К зиме строители планируют запустить в помещение тепло и думать уже о дальнейшей внутренней отделке. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Хребет Крык-Тытау, реки Большой и Малый Кизил не пострадают от недропользователей. Природные объекты находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа. Глава Башкортостана взял на контроль геологоразведку в Абзелиловском районе. Тем временем на месторождении побывали сначала общественные наблюдатели, и ближе к концу этой недели туда отправились биологи. Одни знакомились с тем, как ведет свою деятельность общество с ограниченной ответственностью «Салаватское», другие будут изучать местную флору и фауну. Подробности в следующем материале. 40 миллиардов рублей инвестиций с последующим созданием порядка 1500 рабочих мест. Об этом директор недропользовательской компании рассказал на оперативном совещании правительства республики. Сейчас компания ведет геологоразведку в Абзелиловском районе. Масштабный проект будет реализован в случае подтверждения запасов меди на месторождении. Руководитель предприятия заверил, что природные объекты при этом затронуты не будут. Хребет Крык-Тытау, реки Большой и Малый Кизил находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа. Но вы знаете, что жители и Абзелиловского района, жители нашей республики выражали беспокойство по поводу экологичности этого предприятия. Поэтому в рамках тех полномочий, которые у меня есть, а у меня их много полномочий, я сам лично буду наблюдать и смотреть за тем, как вы будете выдерживать те договоренности, которые мы потом, я прошу Министерство промышленности, я уже поручение давал, начать готовить соглашение большое с социально-экономическим сотрудничеством. Социальные проекты уже были реализованы предприятием. В районе провели Олимпиаду «Гелем». Более 300 детей стали ее призерами. Они, а также учителя, их подготовившие, будут получать годовую премию. Проводятся экологические акции, такие как посадка деревьев и чистка берега реки Большой Кизил. На данном этапе уже ведем работы по ремонту школы-интернат в селе Буранголово. Там будет выполнен практически весь комплекс работ ремонтных, начиная от фасадов, внутренней отделки, кровли, цоколя. Также мы оборудуем мебелью данное помещение. В деревне, в детском лагере, Ирандык, мы запустили строительство детской площадки. Они готовы рассказать не только о планах по социальному развитию села, но и ответить на другие вопросы местных жителей касаемо деятельности компании. Именно для этого ООО «Салаватское» недавно открыло в селе Аскарово офис. Здесь жители смогут подробно узнать об инвестиционном проекте, запущенных программах целевого обучения для абзелиловцев, также рассмотреть варианты трудоустройства на комбинаты партнеров. А в случае подтверждения запасов меди и открытия горно-обогатительного комбината работать можно будет уже дома. В плюсе окажется и бюджет района.
необходимо, чтобы данное предприятие, юридическое лицо, именно было зарегистрировано в данном районе. Именно с этой целью, в том числе, мы сейчас открыли офис, запустили процедуру перерегистрации. Ожидается, что к концу июля, в начале августа мы уже станем полноценно предприятием Абджилиловского района. Компания намерена вести свою деятельность открыто и прозрачно не только на словах, но и на деле. На месте геолого-разведочных работ близ хребта Крыктытау побывали члены Общественного наблюдательного совета и эксперты. Они ознакомились с тем, как ведет свою деятельность инвестор. Население у нас беспокоится, конечно, за экологию. И вот как раз-таки сегодня приехали первый раз сюда. Руководство компании говорит, что это не первая поездка. Соответствующие поездки будут периодически происходить. Будем ездить, наблюдать, будем контролировать. Совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта был создан при Министерстве природопользования и экологии республики. Среди общественных наблюдателей жители района, депутаты, представители местной власти и не только. Визит экспертов на производственную площадку начался с посещения самой первой и завершенной геолого-разведочной скважины. Здесь уже начали работы по технической рекультивации. К тому, как все организовано, у экспертов вопросов нет. Я скажу образцово. Я вот видел много скважин на Колыме, в Якутии, в Забайкале, на Урале, по всему. Вот такого скрупулезного выполнения проекта, как вот мы видели только что, я нигде не видел. То есть сейчас идет просто как на картинке, как в книжке, как в учебнике. Вот все идет вот образцово. Месторождение близ хребта Крыктытау нашли еще в советское время, но разработку тогда отложили. И вот спустя годы местность вновь решили исследовать. Задача понять, какие запасы меди хранятся в местных недрах. Я считаю, что для наших детей это самое главное. Мы же всегда все думаем о детях. Поэтому для детей оставить такое предприятие, которое будет работать 1500 человек и с такими вложениями для района. Это очень хорошо. На этой неделе в Абджилиловский район по приглашению ООО «Словацкая» прибыла еще группа биологов. Ученым предстоит исследовать на территории меднорудного месторождения местную флору и фауну. Важно именно оценить состояние флоры, растительности, фауны, проверить, нет ли здесь каких-то объектов, которым эта деятельность может существенно повредить. Пока на данный момент наши исследования только начались. Это этап полевых исследований. В полевых исследованиях задействовано 5 специалистов из различных учреждений республики. Учеными будут учтены редкие исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красные книги России и Башкортостана. Изучение местности пройдет в 3 этапа. Кроме результатов собственных полевых исследований, биологи планируют обратиться к трудам других ученых, изучавших природу Абджилиловского района в прошлом. По итогу научные работы будут преданы серьезному анализу. В республике продолжаются съемки фэнтезийного драмеди «Бисура», основанного на башкирской мифологии. В основе сюжета история о бизнесмене, который возвращается из Москвы на родину, чтобы построить авиазавод, но сталкивается с духами леса – Бисурой и Шурале. Съемки стартовали в конце мая в Москве и Подмосковье. Основные сцены снимают в районах Башкортостана. В работе участвовали и местные жители. Как в Гумеровском ущелье отметили Сабантуй, параллельно со съемками расскажет Алия Альтубаева. Десятки профессионалов и год препродакшена. Работа огромная. Продумывая каждую деталь, сценаристы и режиссеры противопоставили фольклор современности. Теплый и зеленый Башкортостан против металлической и холодной Москвы. Режиссер, уроженка Ишимбая Александра Бодрая отмечает, игра на двойственности – главная фишка фильма. В цветовой палитре, в рисунке света, в том, как герои ведут, в мизансценах. В общем, мы придерживались контраста, чтобы показать, что есть что-то живое, а есть что-то искусственное, а не настоящее. То есть особенность нашего фильма в том, что мы показываем, что герои у нас неоднозначны, и они не лишены человеческого. Бизнесмен по имени Урал возвращается из российской столицы в вымышленный город Серый-Урман, чтобы начать разрабатывать лес и строить завод. Но вместо деловой рутины его ждет романтическая история с мифической защитницей Бисурой. Производство отменяется, а домовая хочет стать человеком. Картинка яркая, часть сцен отсняли в Москве. А вот основой послужили башкирские пейзажи, вертолетный и Идрисовской пещер, Лимоновский гребень и Гумеровское ущелье. Итак, приготовились к репетиции и репетицию без камеры. Начали. Одну из ключевых сцен с национальной борьбой Куреш решили снимать в Ишимбайском районе. Его зовут Урал!
Отличный пиджачок на боевое полотенце! Роль главного героя исполнил Давид Сократян, известный по сериалу «Трудные подростки». Также в каст вошли Олег Чугунов из «Последнего богатыря. Наследие» и Марат Абдрахимов, уроженец Зианчуринского района, актер ряда российских сериалов. Здесь огромное количество очень красивых, вообще сказочных, невероятных мест. И они труднодоступные многие, дикие и нетронутые человеком, что прекрасно. И это, конечно, вызывает сложность для группы добраться туда без ущерба природе. Как сюда приехал, сразу зазвучала какая-то отдаленная примесь башкирских кровей. Да, вливаться было просто. Восток, дело тонкое. Я играю Дамира Ильдарыча, он глава администрации, который пытается всеми силами отговорить Уралу, но он очень упертый, чтобы он не сносил этот лес, потому что там родовые деревья. Бисура есть, и Шурале тоже есть. Поэтому будет очень красиво, интересно, надеюсь, что все получится. Мы сейчас, ребята, операторская группа дорисовывает раскадровки для того, чтобы мы максимально быстро, с минимальной подготовкой уже по факту, могли вас расставить и все это быстро снять. И если для профессионалов это база и ежедневная практика, то для остальных тонкости режиссуры и актерского мастерства. На 2 дня Гумеровское ущелье превратилось в большую, как праздничную, так и съемочную площадку. Выставочные юрты, торговые лотки с башкирскими народными промыслами и национальными угощениями. Для того, чтобы воссоздать атмосферу настоящего Сабантуя, съемочная группа задействовала настоящих каскадеров. Также принимают участие спортсмены, творческие коллективы и ремесленники со всей республики. Чтобы снять 3-минутный фрагмент, им понадобилось 2 съемочных дня и 300 человек. Попробовать себя и стать частью будущей полнометражной картины смогли и местные жители. Я думала, гораздо легче это проходит. Что это проходит, снимает, и все налегке. Но оказывается, это прям работа такая, прям серьезная. Несколько дублей, где-то по 15, потому что все это организовать надо. И массовку местных жителей, детей, чтобы это было гармонично. Действительно, гордость, вы правильно сказали, что нашу природу замечают, хотят здесь снимать. Наследие предков продолжает жить и передаваться, только уже современными способами. Культуру, чтобы за пределами развивалась, в первую очередь надо обратиться к корням, к своим, то есть услышать их, эта связь, и тогда, наверное, она будет и звучать за пределами. Яркий пример нашей знаменитой группы, они обратились к нашему древнейшему эпосу. Кстати, эпос есть не у всех народов, и они не у всех сохранились. Аллаху шукр, у башкир сохранился. Кино и музыка – мощные порталы, прославляющие республику и открывающие дверь для более широкой аудитории. Во всероссийский прокат «Бисура» выйдет в следующем году. Вспомнить историю и прикоснуться к своим корням смогут люди по всему миру. Алия Эльтубаева, Булат Садриев, Рустам Галямов. Итоги недели. Ишимбайский район. Шульганташ получила международный статус. В Париже экспертное сообщество единогласно проголосовало за включение наскальной живописи Каповой пещеры в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Ради Хабиров назвал данное событие историческим. С тех пор, как уникальный объект вошел в число кандидатов на включение в перечень ЮНЕСКо, проделана огромная работа. Власти совместно с учеными создали целую инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на древнюю обитель. Основали историко-культурный музей, заповедник, построили ультрасовременный музейный комплекс. Представители стран-участников голосования отметили не только исключительность самого объекта, но и высокое качество представленного досье. Я поздравляю Российскую Федерацию от имени всего комитета с включением этого объекта в список всемирного наследия. Вам слово. Спасибо, уважаемый господин председатель, уважаемые члены комитета, дорогие коллеги. От лица Российской Федерации позвольте выразить благодарность за мировое признание выдающейся универсальной ценности шедевров пещеры Шульганташ. В
Впрочем, впереди еще много работы. В предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО включены башкирские шиханы Таратау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медиплавильного завода. Предстоит большая подготовка номинационных досье для того, чтобы и они получили такой же международный статус. Ну и еще одна приятная новость недели для любителей спорта. Салават Юлаев стал первым в истории победителем чемпионата КХЛ 3х3. Это новый турнир в системе лиги, который призван разнообразить игру, добавив зрелищности, динамики, скорости и голов. Всего в нем приняли участие 8 команд. Салават Юлаев в финале плей-офф 3х3 обыграл по буллитам Акбар со счетом 2-1. Также представители команды получили индивидуальные награды. Ильдус Сулейманов стал лучшим тренером турнира, а вратарь Юрий Сироткин – самым ценным игроком суперфинала. Такой была уходящая неделя. Далее смотрите программу «Республика Лайв». Всего доброго, до свидания.